Всем привет! Я на Татнефть-арене. Провела 2 мастер-класса на тренировочной арене, и сегодня мы будем здесь смотреть хоккей Акбарс против ЦСКА. Надежда всех, надежда спорта, надежда Республики Татарстан, умница, красавица, олимпийская чемпионка Камила Валиева. Камилочка. А еще мы поздравляем тебя с наступающим днем рождения, да, 17 лет, один раз в жизни От бывает. хоккейного клуба Акбарса. Да, у Завтра Камилы уже Камила. завтра день рождения. Да. Снова 15 лет. 17. 15. Почти. Что ты? Все впереди. Да-да-да. Давай, чтобы тебе не мешала вся эта красота, после эфира обратно обязательно Хорошо. отдадим. Спасибо. Да? Или оставим на... Ну, можешь себя Оставьте себе. Оставь, можешь себя закрыть, да. Ладно, конечно, к чему я? Как тебе атмосфера, как тебе игра? Но на самом деле очень все как-то жестко идет. В фигурном катании такого никогда не было, и очень иногда страшно за хоккеистов. Но Это очень правда. напряженная игра, правда. И сразу видно, что финал. Давай мы расскажем, почему ты сегодня оказалась именно на этой игре, что Да. тебя сюда привело. Расскажешь сама? Ну, у нас еще завтра будет шоу Терри Георгиевны Тутберидзе, как раз-таки в мой день рождения. И сегодня я приехала показывать мастер-классы, как раз-таки решила, что это прекрасная возможность посетить матч Ну вы Акбарс сюда всю ЦСКА. команду привели, коллективно приучаете к хоккею. Почти, да, почти. Отлично, молодцы. Мы очень часто проводим параллели между хоккеем и фигурным катанием. Вот сейчас у нас, я скажу откровенно, очень тяжелая ситуация. Счет в серии 1-3. Расскажи, как нашим хоккеистам настроиться вот в такой ситуации, когда, казалось бы, ну, практически все потеряно? Нам нужно сконцентрироваться только на игре, абсолютно не думать ни о чем другом и стараться радовать своих болельщиков, которые пришли их поддерживать, а поддержка тут просто невероятная. И просто собраться, выдохнуть и делать все в азарт, что не просто страшно, а страшно интересно попробовать выиграть и не попробовать, а выиграть, и дальше держать этот накал. А у тебя есть какой-нибудь вот личный лайфхак? Ну, я очень сильно концентрируюсь. То есть настолько, чтобы вся моя концентрация пошла в программу, но у нас чуть легче, мы концентрируемся и где-то выпускаем эмоции, но у них тут такая агрессия, что именно эту агрессию нужно в правильное русло послать. Ты считаешь, что фигурное катание легче, когда ты одна, а здесь команда, у тебя есть право на ошибку, тебя подстрахуют, а там да. у тебя нет права на ошибку. И здесь столько раз падать можно, Да, это что за несправедливость? Да, ну, не знаю, я уже привыкла одна, но я думаю, тут очень хорошая поддержка именно команды, поэтому у них все получится. Если также проводить параллели, опять же, в плей-офф очень важно всегда отбросить эмоции. В фигурном катании, наоборот, эмоция вот нужна. Нужно показать, собственно, и судьям, и зрителям как раз-таки такую красивую классику. А вот как-то можно перенести, не знаю, вот это вот все на хоккей, и чтобы это еще и не помешало. Как, в общем, добавить эмоций в хоккей? Я говорю, Чтобы они не мешали, на удаление не переводили. Всю свою агрессию попытаться в шайбу, чтобы именно шайбы все было. А я все Мне прошу в кажется, так. соперника, чтобы вот силовой хороший Нет, прописать, именно в припечатать. шайбу. Камила, так приятно, что ты позитивно отзываешься о болельщиках Казани. Скажи, у тебя в Казани самая большая фан-банда? Конечно, я тут родилась, и у нас был этап Гран-при в Казани, который проходил в октябре. И это, наверное, самый приятный старт вообще, который был, потому что полностью весь дворец спорта кричал «Камила, Камила, Камила!». И мне кажется, это было вот в первый раз именно то, что настолько невероятная поддержка. Я прям очень вдохновилась после Как этого. вы с Загитовой делите казанскую публику, да? Но мы с Алиной еще не выступали вместе на соревнованиях, поэтому делим Просто спокойно. разрываете сердца наши. Да. У нас есть один из таких довольно-таки интересных вопросов касаемо твоей карьеры, опять же, Олимпиады, но мы его зададим уже в официальной группе Акбарса ВКонтакте. Пока коротко, вещаем на весь Татарстан, может быть, пожелания твоей команде, лично от себя. Желаю команде собраться, успокоиться, быть вместе со своей командой, слушать друг друга и просто радовать, опять-таки, своих болельщиков, своих тренеров и самих себя. У вас все получится, я очень верю в вас. Вот она, мотивация настоящая от олимпийской чемпионки. Зрители ТНВ, переходим в официальную группу Акбарса ВКонтакте. Ну, а теперь, да, можно и Ты продолжение. начинала говорить про этап Гран-при в Казани. Расскажи, какие у тебя вот ключевые достижения за этот сезон?
Ключевые достижения. Я выиграла чемпионат России по прыжкам. Я сделала 8 тулупов четверных почти. На одном была помарка или 6 За одно подряд. выступление. За одно выступление. У нас просто чемпионат России по прыжкам — это новое введение, и мы там только прыгали. То есть не катались, просто прыжки. Физически это намного тяжелее. Ну, морально скорее тяжелее, потому что... Боязнь ошибиться? Да, вот у нас прям каждая ошибка очень ценилась. Вы же Не в космос оценилась. можете полететь. Вас просто как в центрифуге, вот так каждый раз. Если я не ошибаюсь, на какую-то долю миллисекунды мы как раз-таки в этом... Стратосфера. Невесомость? Да, в невесомости, да. Невесомости. Да, и на самом деле в четверных намного приятнее, чем в тройных прыжках. То есть ты прям чувствуешь какой-то драйв в четверных. Камил, да, теперь серьезный вопрос. У тебя был такой довольно-таки крутое преодоление карьеры после того, как завоевала олимпийское золото. Многие говорили, как бы и ждали завершения карьеры, но ты продолжил и продолжил на высоком уровне. Откуда силы? Как ты вообще это делаешь? Маленькая хрупкая девочка, а настолько мощная. Ну, на самом деле сначала было сложно очень продолжить, но поддержка со стороны тренеров, поддержка большая со стороны родителей, со стороны болельщиков и какое-то просто нахождение внутри себя желание продолжить и желание именно кататься уже не для каких-то там просто для результатов, а для публики и для какого-то внутреннего удовлетворения, наверное, превысило это все желание. Какой Класс, кайф, и а? вы все сможете насладиться катанием Камилы завтра в Татнефть-арене. Я не знаю, остались билеты или нет. Мне кажется, что все уже... Остались, еще Остались, есть, тогда еще есть билеты. обязательно берите билетики и Да. приходите. Да, всех ждем. В целом, довольна своим сезоном? Довольна, очень довольна, особенно концом. Я сделала тот элемент, который у меня не получался на шоу, кстати. Я сделала тройной аксель, который не получался в сезоне. Вау. Но у тебя еще один важный этап совсем скоро. Это 3 очень страшные буквы. ЕГЭ. Да. Но у меня Что с этим делать? в этом году только по математике ЕГЭ, а в следующем по русскому и биологии. База, профиль. База. Откуда? Ну ты недавно закончил тоже, ведь, господи. Я думал, откуда вы все это знаете? Нет, ну на самом деле это уже после соревнований как-то спокойнее воспринимается. А как учиться и готовиться к выступлениям? Все эти аксели, тулупы, еще ЕГЭ. Я люблю математику, поэтому с удовольствием готовлюсь. Правда, последнюю неделю-две, наверное, не готовилась. Это очень плохо. Мой учитель по математике немного зол на меня. Но я думаю, я это быстро наверстаю. Какая красота. Много сил, много энергии. Но и, конечно же, пару шайб нам нужно, собственно, для математики. Да? Да. Да, у нас зрители ТНВ опять к нам хотят. Ну что, считанные секунды остаются до начала второго периода. Камила, еще раз мотивации, напутственные слова Акбарсу. Удачи хотим от тебя. Еще раз, да, удачи, уверенности в себе. Верьте в свою команду, в совместную работу и просто радуйте нас, болельщиков. Удачи. Просто Камила победить Валиева, нужно, да. спасибо Да. большое. Победы! Ура! Ну что, фартовая, надеемся. Только что был прямой эфир, мне подарили цветы. Мы находимся на матче ЦСКА Акбарс. Ура, победа! Акбарс победил. Поздравляю всех, кто болел. Камила Валиева и ее олимпийская. Тогда я объявляю наш традиционный прыжковый баттл. Сейчас сборная России, наши непобедимые. Хотел сказать наша, но говорю ваша графическая женская, ваша Камила Валиева у себя на родной земле.
своем неповторимом образе Wednesday. Девушка, которая взорвала абсолютно все тренды в социальных сетях. Это не задумать. А можно? Камила может все, даже задуть фейерверк. Спасибо, спасибо. Днем рождения! Ну что, хочется пожелать самого главного счастья. А в чем это счастье проявляется, решать только тебе. И самое главное, будь счастливой и загадай самое-самое-самое сокровенное желание. Прямо сейчас у тебя есть возможность его загадать. Есть! Аплодисменты с первого раза, все было задумано. Итак, чтобы желание исполнилось, надо обязательно откусить маленький кусочек торта. Прям вот можно убирать свечки маленького. Вот так. Даже так, все. Теперь я уверен, что желание точно исполнится. Еще раз, с днем рождения!